Очень приятно раскрывать твою такую творческую сторону, потому что мы тебя знаем в первую очередь как певицу, потому что еще с 2000-х годов следили за твоим ростом вокальным в студии «Сингл». Да. Расскажи про этот путь, потому что вы в те времена вместе с Анной Шарм задавали тон вообще музыкальной среде Чувашии. Все на вас смотрели, как будто что-то это нереальное, космическое, что мы никогда не достигнем такого уровня. Расскажи вот про эти времена. Да, это было очень интересное время. Я бы сказала, наверное, одно из самых лучших моментов в моей творческой карьере, в моей творческой жизни. В студию вокальную «Сингл» я пришла, когда мне было 18 лет, и Анна Шарм уже находилась в этой студии. Наше знакомство произошло очень интересно. Мы сначала разругались в пух и прах, и она призналась руководителю, что она меня очень сильно боится. И я такая подумала, значит, мы сойдемся, да. И все у нас получилось и срослось. Мы стали очень близкими подругами, не просто как девушка-девушка, женщина-женщина, а как творческие союзники. И тогда мы поняли, что нужно создавать из этого общего что-то более масштабное. И мы с ней создали дуэт под названием «Single Ladies». Как переводится? Помним. Единственные девушки. Да, вот мы единственные такие. Вот, Наташа, ты правильно сказала, что мы действительно задавали, наверное, музыкальный тон в нашем регионе. И не только в регионе, и далеко за ее пределами. Потому что мы выезжали в различные города. И, наверное, самая отдаленная точка была на тот момент. Это город Сочи, когда строилась Олимпийская деревня. Для тех, кто это создавал и создавал вот эти спортивные объекты, мы для них тоже выступали. Ничего себе! Было такое. Ну так вот, и мы с Анной Шарм выступали везде, где можно. Я брюнетка жгучая, она блондинка красивая. И вот у нас был такой дуэт, и можно было любоваться. Это была не просто картинка, это действительно была интересная музыкальная группа.